о коронации Камчи Кальбаева как первого вора в законе из киргизов. Тогдашний министр внутренних дел Киргизии Мурат Суталинов даже связывал с этим обстоятельством определенные надежды. На одном из интервью он сказал: «Это первый вор из киргизов, который вообще стал вором в законе. Теперь я думаю, что в преступном мире республики в определенной мере произойдет стабилизация. Будет меньше беспредельщиков и отморозков. Камчи Кальбаев, наверное, будет придерживаться старых воровских понятий. Там есть определенные элементы справедливости. Не убивать, не грабить слабых, не проливать человеческую кровь. Поэтому с отморозками и беспредельщиками в стране будет покончено». Буквально через несколько дней после описанных событий в одном из бишкекских общепитов сотрудниками ГУБОП, которым пришлось привлечь к спецоперации бойцов отряда быстрого реагирования, были задержаны около 20 членов организованной преступной группировки. Среди них оказался и недавно коронованный Кальбаев. Невероятно, но после проверки документов всех ОПГшников отпустили с миром. Спустя 2 года неуязвимого вора в законе опять повязали, но он, словно по уже отработанной схеме, сбежал из колонии поселения. После смены власти в Кыргызстане в 2010 году криминальный авторитет вновь объявился в столице. Правоохранительные органы пригласили Камчи для разъяснительной беседы, после чего он в очередной раз оказался на свободе. 22 июля 2011 года Камчи был задержан в столице ОАЭ Абу-Даби. Его подозревали в ограблении ювелирного бутика. Вместе с ним были арестованы несколько его приближенных. В отношении них в Кыргызстане было возбуждено уголовное дело по статье 231 «Организация преступного сообщества». 11 августа Генеральная прокуратура Кыргызстана отправила запрос на экстрадицию задержанных, однако 7 сентября 2011 года он был освобожден. В июне 2011 года Кальбаев был официально признан в США одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесен в список известного братского круга. По официальной информации властей США, криминальная сеть Кальбаева связана братским кругом. Группировка несет ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми и вымогательством. 8 декабря 2012 года Камчи был экстрадирован из Дубая и добровольно вернулся в Киргизию, где сдался спецслужбам и был сразу арестован по обвинениям в похищении человека, разбое, создании преступного сообщества и вымогательстве. Между тем, со слов источника, приближенного к правоохранительным органам, Кальбаев, проходивший пограничный и таможенный досмотр в международном аэропорту Манас, держался как истинный король и мало был похож на подавленного арестанта. Кроме того, встречали его люди на дорогих машинах. По прилету он тут же направился сдаваться в Комитет национальной безопасности, который занимается вопросами организованной преступности в стране. Явно имели место предварительные переговоры с властями и дача разыскиваемому определенных гарантий. Последующие события только подтверждают